Незабвенный Амма Ачырия. 6 января текущего года исполнилось 115 лет со дня рождения народного писателя Якутии Николая Егоровича Мортинова Амма Ачырия. Его биография тесно связана с историей литературного музея имени Платона Алексеевича Аюнского не потому, что он был частым гостем музея, а потому что еще в 1958 году, будучи исполняющим обязанности председателя правления Союза писателей Якутии, вместе с Иннокентием Артюковым написали письмо министру культуры о необходимости открытия дома-музея Платона Алексеевича Аюнского в доме, в котором он жил последние годы жизни. Николай Егорович любил бывать в нашем музее. Здесь проходили юбилеи, творческие вечера и встречи со школьниками. Он бывал и на коммунистических субботниках вместе со своим другом Кюннюк Урастыровым. Любовь к писателю пробуждается в каждом ученике якутских школ после прочтения его стихотворений, посвященных матери и учителю. Но после этого роман «Сааскыкен. Весенняя пора» становится любимейшей книгой на всю жизнь. Для меня этот роман – учебник по истории Якутии. Родители писателя Егор Дмитриевич и Феодосия Михайловна после прочтения книги становятся для всех якутян родными и близкими людьми. Также мы знаем братьев Николая Егоровича, его сестру Татьяну Егоровну, поскольку их образы есть в романе. В детстве мне очень хотелось представить образ Анчик Барахсан, Аннушки. И знаю теперь, что она прототип Анны Бонифатьевны Слепцовой. К счастью, так получилось, что я познакомилась, подружилась с ее родственниками, то есть потомками Бонифатия Харлампьевича и Марии Афанасьевны Слепцовых. Вот эту фотографию 1908 года, электронный вариант, подарил мне потомок Слепцовых Николай Михайлович давно. И он первым сказал, что его предки являются прототипами романа «Сааскыкен». Но сегодня я свой видеорассказ о жизни писателя делаю по его очеркам и воспоминаниям и дополняю их, конечно, фотографиями из фонда литературного музея и из личного своего архива. Когда я бываю в Черкёхе, захожу в Николаевскую церковь. Здесь в 1921 году Николай Егорович впервые увидел и услышал Платона Аюнского. Об этом он очень живо написал в воспоминании о Платоне Алексеевиче. И когда я захожу, конечно, пытаюсь представить, как они, ученики школы, сбившись в кучу, с восторгом, с восхищением слушали и видели Платона Алексеевича. Впервые в город Николай Егорович приехал в 1925 году. Его попутчиком был Федор Сипсев. Рассказ о нем есть в воспоминании о
Алексея Елисеевича Кулаковском «Акцекулях». Алексей. Эта фотография сделана в 1925 году, и в тот год Николай Егорович стал студентом педагогического техникума. Воспоминания о Платоне Алексеевиче Аюнском он очень хорошо рассказал 25 сентября, когда все горожане на Зеленом лугу встречали первый самолет. О годах учебы в техникуме рассказал воспоминания об учителе Алексее Андреевиче Иванове Кюнде. Это его сокурсники и преподаватели. Среди них сидит один из первых профессиональных историков Григорий Андреевич Попов. Члены кружка Саха-Амук. Здесь мы тоже встречаем знакомые нам лица, друзей и, скорее всего, преподавателей Николая Егоровича. Николай Егорович писал воспоминания не только о писателях, своих знаменитых земляках, он написал воспоминания о друзьях, с которыми познакомился в техникуме. Иван Николаевич Жирков. Это первый нарком, то есть министр образования Якутии. Он умер очень рано, ему было всего 31 год, и самое страшное, он после кончины был репрессирован. Наш народный артист Якутии и Советского Союза Василий Васильевич Местников. Вот очень теплые, очень живые воспоминания оставил Николай Егорович, и в его воспоминаниях они оживают. И лучшего, наверное, произведения о них после этих воспоминаний, но это мое мнение, наверное, нет. С таким восторгом вспоминал Николай Егорович свою работу в редакции газеты «Хатугу-Чат». Он очень любил 1927 год, когда начал работать в этой газете и когда вступил в ряды ленинского комсомола. Когда он выехал учиться в Москву, вместо него в газете стал работать, опять-таки, друг по техникуму Николай Заблоцкий, знакомый нам под псевдонимом Чусхан. Это друзья в 1983 году. В нескольких очерках и воспоминаниях о Платоне Алексеевиче Аюнском Николай Егорович рассказал о поездке из Якутска до Москвы, о первых впечатлениях пребывания в столице Советского Союза, как он сдавал вступительные экзамены. И есть в других воспоминаниях упоминание о своем знакомстве с будущей женой Любовь Федоровной. Это его попутчики из Якутска до Москвы. Иван Романов, будущий доктор исторических наук Иван Михайлович Романов. Он в одно время в 30-х, таких самых суровых временах, был начальником управления по делам искусств и попадал тоже под пресс репрессии. Любовь Федоровна Корнилова. Она из Москвы дальше отправилась в Ленинград, где получила образование, и сам Николай Егорович Мординов. Воспоминания он очень хорошо написал, как они искали здание Якутпоспредства в Москве. Это улица Садово-Спасская, 16, это знаменитое здание. И вообще Поспредство приютило очень многих якутян
в частности студентов. Они жили в самом нижнем этаже. Вот, и там же начинались долголетняя дружба, очень хорошая дружба с другими студентами. В частности, Аммат Чагая со студенческих лет в Москве очень любил и уважал народного художника Якутии Петра Романова. Есть очерк его о первых днях пребывания в Москве. Они очень долго ехали из Якутска. В одном воспоминании он описал, что ехали 35 дней. И 2 сентября 28 года в Москве проходил 14-й МЮТ. Это, оказывается, был такой день, Международный юношеский день. И праздник этот был международным праздником прогрессивной молодежи. Отмечался он, оказывается, с 15 года по 45 год. Николай Егорович с таким восторгом пишет, как колонны молодежи шли по Красной площади и как он хотел влиться к ним. Несколько раз не получилось, но все-таки сумел втиснуться. И колонны молодежи встречали руководители Советского Союза, в том числе Серго Орджоникидзе и Емельян Ярославский. Он даже писал, что так хотел, чтобы они среди молодежи заметили его, и он хотел им известить, что я вот якут, иду вместе с передовой молодежью всего Советского Союза. Это фотографии студенческих лет. Выпуск из института, он был в 1931 году, и вот такая фотография сохранилась в фонде нашего музея. В том же 1931 году, 1 мая, Николай Егорович стал участником парада комсомольцев Москвы. Тоже есть его очерк, воспоминания о том, как они готовились, как шли, и какой восторг этот парад вызвал в его душе. Обратно на родину после окончания института он возвращался уже вместе с женой, с Любовью Федоровной и тещей, которая гостила у старшей дочери. Об этом рассказал Николай Егорович воспоминания о партизане Гавриле Васильевиче Егорове. Вот это уникальная фотография. С Ускута вместе с ними на пароходе ехал вот Гаврил Васильевич Егоров, а эта фотография конкретно сделана в 1931 году. Рядом с героем стоит первый скульптор из народа Саха, и получивший 2-е высшее образование в Ленинграде, но, к сожалению, в 30-х годах репрессированный Семен Андреевич Андросов, тоже из Таттинского улуса. В Тандинском музее я спрашивала, у них есть фотография Гаврила Васильевича, но вторая половина, то есть образ Семена Андреевича был вырезан. Вот. В 1931 году, по воспоминаниям Николая Егоровича, они ходили с Гаврилом Васильевичем в зоопарк, встречались, разговаривали, и все это происходило в здании Якутского поспредства. Да и потом они были в очень хороших дружеских отношениях.
1933 год. Это год выборов, и с группой руководителей республики Николай Егорович выезжал в улусы Вилюйской группы, и героями путевых его заметок стали Николай Николаевич Акаемов, тогда он был вторым секретарем Якутского обкома партии, и Иван Иванович Фадеев, инструктор наркома финансов Якутии, это будущий министр финансов Советского Союза. В 1958 году они встретились, и первым Николая Егоровича узнал Иван Иванович, который сохранил очень хорошие воспоминания о Якутии. 1934 год. Делегаты Первого Всесоюзного съезда советских писателей Платон Алексеевич Аюнский и Николай Егорович Мординов Амма Ачигья. О том, как проходил съезд, Николай Егорович очень хорошо рассказал, подробно рассказал воспоминания и о Платоне Алексеевиче Аюнском, и в рассказе, посвященном Максиму Горькому. Это фотография с того съезда. Здесь мы видим Платона Алексеевича с группой писателей. Максим Горький был любимым писателем и Аюнского, и Мординова. Они уже с 28 года знали, как Максим Горький при приветствии первому съезду литераторов Сибири отозвался о якутских писателях, в частности, об Аюнском. Он уже тогда ознакомился с поэмой «Кыгыл Аюн» Платона Алексеевича и узнал, что есть такой у нас поэт, как Анимпадис Иванович Сафронов. Вот такой виде проходил съезд. В интернете очень много фотографий о первом съезде. Все так торжественно, даже помпезно. И Максим Горький, как его встречали, тоже Николай Егорович очень хорошо написал. В апреле 1934 года Николай Егорович, оказывается, приехал в Москву для участия в съезде. Но запланированный в мае съезд был перенесен на август, поэтому летом он побывал в доме отдыха Песчатников. В 1936 году была опубликована его повесть «Саняланга» на отдыхе. Должно быть, я даже уверена, что герои повести Иван Иванович Кириллов и Александр Васильевич Никитин – это реальные руководители одной из московских типографий. К сожалению, сведений о них я пока еще не нашла. Это 1937 год, со своими земляками Николай Егорович сидит. В том же году его отправили на высшие курсы редактора-переводчика. В марте по прибытии в Москву он отдыхал в одном из курортов Крыма, о чем свидетельствует его несколько рассказов. А в январе 1938 года в гостинице «Москва» произошла его последняя встреча с Платоном Алексеевичем Аюнским. И вообще, вот перечитывая очерки и воспоминания Николая Егоровича, можно заметить, что в 1939 и 1941 годах он написал несколько рассказов о больнице, врачах и санаториях. Так получилось, что он как раз вот в 1938 году получил очень серьезную травму, и было опасение, что он может остаться без ноги. И тогда пробили с братом телеграмму всесоюзному старости Калинину, и
получилось так, что ему удалось лечиться в Центральном институте травматологии и протезирования Министерства здравоохранения Советского Союза. Это ныне Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Но эти данные я нашла в интернете, поскольку Николай Егорович рассказал о хорошем, отличном докторе Максе Давидовиче Михельмане. Это герой рассказа «Хайхал Хвала». Он действительно был, и тогда даже один из больных, Петренко, сказал, что такой доктор должен работать не в таких больницах, а в советской армии. И вот это из его слов очень высшая похвала доктору. И действительно, с самого начала Великой Отечественной войны Макс Давидович стал участником Великой Отечественной войны. Он майор медицинской службы. В Великую Отечественную войну Николай Егорович, оказывается, встретил в санатории Саки, это побережье Крыма. В том же году он написал цикл очерков о врачах, медсестрах, больных санатория, ушедших на фронт. Есть один из... Вот это санаторий Саки, он и ныне славится своими грязелечебницами. Один из героев очерка, Василий Емельянович Гольц, он проработал в санатории Саки свыше 40 лет. Как раз когда началась война, даже в тот день, кажется, отмечали 25 его трудовой деятельности. И Амачия очень хорошо пишет о том, какой он был человек, такой скромный. И даже у них было такое, что Василий Емельянович разрешал работать Николаю Егоровичу в своем кабинете. И когда он ушел на войну, и жена ушла, и больные военные там были, получившие рану на финской войне, медсестра, например, красавица Кащенко. Вот. Василий Емельянович выжил. Он, видимо, работал во время войны в госпитале Кисловодска. В интернете сохранился вот такой документ, акт от 20 мая 1943 года. Это после освобождения города Кисловодска врачи госпиталя, в том числе Гольц Василий Емельянович, составили акт о зверствах фашистов в госпитале 5404. В 1942 году Николай Егорович пишет очерк «Уленикатат». Здесь уже описание проводов, мобилизованных на Великую Отечественную войну из Якутска. Он упоминает там военкомат, и этот военкомат как раз располагался на территории, где сейчас стоит наш музей. Он приводит сравнение проводов на Первую мировую войну по роману Саскике. И это замечательный очерк. Если в 1916 году, когда призыв объявили якутов на Первую мировую войну, какие там были, какая была эта трагедия, или когда мобилизованные шли защищать свою родину. Это вот как раз
в этом году исполняется 80 лет начала самой страшной войны, и надеюсь, что на этот очерк обратят внимание те, кто готовит мероприятие, посвященное этому грустному юбилею. Награждение нашего музея в 1995 году установили памятную доску, память ушедшим на войну. Многие из них не вернулись, и они с территории нынешнего нашего музея ушли бессмертие. И поэтому и для нас этот очерк имеет очень большое значение. Вот таким образом я завершаю видеорассказ о своем любимом писателе Амма Аччагия. Вообще я мечтала сделать такой видеорассказ в таком формате, и слава Богу, что нашлись фотографии, которые дополнили очерки и воспоминания Николая Егоровича о себе, об учителях, о кумирах и о друзьях. Спасибо за внимание.